Граффити, тегинг, стрит-арт – это лишь часть нового художественного направления, которое завоевывает Бишкек. Оно считается уличным искусством, где город – это полотно, а улицы – канва. Уличные художники оставляют свои произведения на обозрение горожан, которые по-разному относятся к этому. Кто-то считает это вандализмом, а кто-то – искусством. А что для вас уличные рисунки? Я предлагаю вам это понять. Тут еще зеленый, серый и телесный. Зеленый, наверное. Виктор Цой – один из ветеранов движения уличных художников в Бишкеке. Рисовать на стенах Виктор начал еще 15 лет назад. Любовь к стрит-арту появилась во время учебы в Германии и стала его самой большой мечтой. Тема моей дипломной работы – граффити как социальный феномен в культуре Германии. И совпало так, что я выиграл стипендию, поехал на лето в Германию, собирал материалы. И там познакомился с ребятами, которые очень давно уже рисуют. И творчество их очень сильно повлияло на меня. По приезду назад в Кыргызстан я решил, что наши ребята ничем не хуже. Наш потенциал может быть даже гораздо больше, потому что он еще не выплескивался наружу. И если в начале своей карьеры Виктор мог позволить себе рисовать только на стенах и воротах своих знакомых, то сейчас его приглашают рисовать в самых популярных местах Бишкека. Хотя некоторая тенденция обозначилась, то есть какие-то увеселительные заведения общепита, да, им это интересно, потому что они понимают, что это молодежно и это привлекает их публику. Популярность стрит-арта в Бишкеке растет, но пока кыргызстанские художники и не думают о том, чтобы зарабатывать своим творчеством. На родине граффити в США уличный художник – это уже полноценная профессия. Мне нужен трафарет, чтобы линии получились четкими и ровными. Габриэл – популярный райтер из Нью-Йорка. Он рисует на улице уже более 13 лет. В Кыргызстан Габриэл приехал поработать с местными граффити-художниками. Вместе они разрисуют стену столичной школы. Классно получилось! Смотри, как рисует! Работа займет 4 дня, зато память о дружбе американского и кыргызского народа останется навсегда. И хотя всего полвека назад граффити воспринималось как вандализм и протест против общепринятых норм, сейчас уличное искусство – это в первую очередь площадка для обсуждения. В каждой стране свое исполнение уличного искусства. Сейчас это больше инструмент для обсуждения для среднего класса. Сегодня бедняки в гетто, которые начинали стрит-арт, думают о том, как бы выжить. Но это не делает уличное искусство слабее. Мысли на чужом заборе. И в Бишкеке есть уличные художники, которые пытаются достучаться до людей, используя силу слова. Много чего волнует, нравственность, как ни странно, да. Пытаешься какие-то мысли по-новому писать, что ли. В стране свобода слова, вот я и выражаю, говорю, что хочу, то, что на уме. Хотя горожане для себя пока не решили, вандализм это или искусство, стрит-арт в столице есть и продолжает развиваться. На стрит-арт-фестивале в городе были и хип-хоперы, и бибои, и райтеры. Всем уличным художникам предложили нарисовать что-то на полотне, чтобы прохожие могли увидеть их искусство воочию. Большинство художников, так же как и Сергей, рисовали до этого только подпольно. Выходите, у нас в стране очень в зародышном состоянии. Молодцы. Отдельные очаги. Давайте, ребятки, становитесь. Надо раскачивать, развивать их можно больше, облагораживать город, делать его красивее, ярче. А что мешает? Больше, наверное, может, менталитет людей, что людям сложно объяснить, что если мы на фасаде нарисуем картину, это будет круто, потому что когда говоришь, хочешь нарисовать на фасаде, обычно воспринимают как будто как граффити, и не все соглашаются.
Это было не для детей, это было для художников, для молодых художников. Сейчас у Виктора свое агентство по развитию уличного искусства в Бишкеке. Он со своей командой организует самый большой фестиваль граффити в регионе. В гугле задал «красивый ребенок», вышел вот ребенок. Проект назывался «Твоя улыбка на вес золото». Это вот один проект. А перед ним проект вот «Будь на позитиве» тоже рисовали мы. Вот. Виктор уверен, что уличное искусство в Кыргызстане, как один из показателей свободы слова, пойдет на подъем. Вы видите, что у ребенка здесь руки в краске, то есть это был такой некий призыв. И люди макали просто руки и оставляли смысле. В знак солидарности. А знак солидарности с чем? С добром. То есть ты рожден, чтобы быть счастливым.